Начнем с рыбы. Рыба у нас форель, осетр ленский и пелень. Вот в данных вот этой вот ясли для малька здесь вот подращиваем форель. Далее у нас находятся бассейны, устройство замкнутого водоснабжения. В них находится форель. Ну, буквально вот за этой ширмой уже подрощенная форель, скажем так, подростки. В соседнем зале у нас находятся бассейны с осетром и пеледью. Ну, по оборудованию, все оборудование у нас было изготовлено, ну, можно сказать, на своем энтузиазме. Делали практически сами, заказывали и так далее. Сами бассейны изготовлены из ПНД, полиэтилен низкого давления. Все оборудование тоже заказывалось в различных местах, завозилось, устанавливалось. Ну, все как бы на, скажем так, на энтузиазме. В планах сейчас построить рыбзавод в селе Капитоновка, торг-кангаласный, и выпускать товарную рыбу в количестве, ну, 50 тонн планируем. Такой примерно объем. Сейчас, ну, порядка, наверное, полутонны, тонны. Я точно знаю, что форель у нас не выращивается в республике и фактически нигде не продается. Она вся привозная, то есть ее привозят в замороженном виде. На рынке ее фактически нет, она отсутствует. Ну, о рентабельности сейчас не могу сказать, это надо считать, но в принципе это довольно выгодное дело. У нас в России и за рубежом довольно много фирм, которые занимаются выращиванием рыбы, морепродуктов, там, креветка, например, крабы и так далее. Ну, довольно выгодный бизнес, если его, скажем так, раскрутить, скажем так, неплохо будет получаться. Ну, это долгая история, но очень прибыльная. Примерно месяцев 6, наверное, нужно от малька выращивать до товарной особи. Ну, у нас вот в отдельном бассейне в соседнем зале есть особи, которые уже около года. Можно сходить, посмотреть, они там уже, ну, в таких довольно приличных размерах. А так, ну, в принципе, товарного вида форель достигает в течение, наверное, от 4 до 6 месяцев.